В эфире игра «Ума палата». Известно, что тенге впервые вошел в оборот в 1993 году. А знали ли вы, что первая партия казахстанской валюты была произведена в Англии и для ее транспортировки задействовали 18 авиарейсов? Уверен, что об этом удивительном факте наши сегодняшние игроки точно знают. А пока что познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Меня зовут Айсен Торговкин, рентген-лаборант. Меня зовут Заморщиков Петр, я по профессии столяр. Айсен, расскажите формулу успеха. Что нужно, чтобы победить в сегодняшней игре? Ну, я думаю, немножечко удачи и по большей части ориентированности. Как вы рассчитываете собственные шансы на победу? Не особо, честно говоря. Так, я пришел сюда, чтобы набрать больше 16 баллов. Понятно. Ну, давайте пофантазируем тогда. На что потратите деньги в случае выигрыша? В отпуск пойду. Понятно. Петр, Да? как распорядитесь деньгами, если вы выиграете? Но я сейчас строю свой дом, наверное, туда и потрачу. Когда закончили школу? В 86 году, 1986 году. Школьные знания остались? Ну, чуть-чуть остались, ага. Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы побороться за главный приз игры «Ума палата» 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что рядом с вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. Петр, удача на вашей стороне, вы будете отвечать первым. Теперь о правилах. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первым начинает Петр. Итак, первый раунд. Петр, выберите верный вариант из следующих 2: по прилету или по прилете. По прилету. По прилете. Айсен, у какого литературного персонажа были 3000-летние мозоли? Пас. У Хаттабыча. Петр, как называлась операция, в результате которой советским войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда? Искра. Верно. Айсен, в каких из этих слов ударение падает на окончание? Арты. Правильный ответ – гербы. Петр, какая вода раньше закипит, сырая или кипяченая? Сырая. Верно. Айсен, какие птицы считаются первыми вестниками весны? Стрижи. Грачи. Петр, в каком месте земного шара даже сломанные часы показывают правильное время? Экватор. Северные и южные полюса. Айсен, что стало причиной феодальной раздробленности в Европе? Чума. Смерть Карла Великого. Петр, что в сказке Андерсена свинопас обменял на 10 поцелуев принцессы? Что, как напас, поцелуев. Пас. Горшочек. Айсен, разновидность какого фрукта представляет собой ранетка? Яблоко. Верно. Петр, плод какого растения в переводе с персидского означает ослиный огурец? Пас. Арбуз. Айсен, какой газ в твердом состоянии называют сухим льдом? Азот. Углекислый. Петр, сколько великих подвигов совершил Геракл на службе у 12. Ересея? 12. Айсен, олимпийское кольцо какого цвета символизирует Африку? Черный. Верно. Петр, сколько клавиш на тромбоне? 5. Ни одной. Айсен, какой день недели празднуют Пасху? Воскресенье. Верно. Петр, у какого единственного плода семена расположены на внешней кожуре? Киви. У клубники. Айсен, какой ударный инструмент назван в честь его формы? Барабан. Треугольник. Петр, согласно книге доктора Сьюза, кто украл Рождество? Гифи или... Ну, я забыл. Пас. Правильный ответ – Гринч. Время вышло. Гринч. Первый раунд завершен. Общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. Всего я успел задать вам 19 вопросов. При этом вы оба дали по 3 правильных ответа. Это означает, что у нас образовалось равенство верных ответов и объявляется дополнительный раунд.
Правила дополнительного раунда просты. Игроки отвечают по очереди на вопросы без учета времени до победы в 1 очко по принципу пенальти. Первым будет отвечать Петр по праву преимущественного ответа в первом раунде. Петр, какой из этих ветров известен своим негативным влиянием на психологическое состояние людей до такой степени, что в давние времена даже за преступления, совершенные в период его усиления, судили более снисходительно, а то и вообще могли помиловать? Пассат. Сирокко, Пассат, Мистраль, Лебеччо. Пассат. Вы отвечаете Пассат, и это неверный ответ. Айсен. Именно этот символ бедности оказался практически под запретом во время эпидемии желтой лихорадки в США в конце XVIII века. Впрочем, слово «под запретом» не очень верно. Правильнее сказать, что люди сами стали чураться этого и всячески избегали взаимодействия с этим. О чем идет речь? Пас. Правильный ответ – рукопожатие. Петр, как звали Чацкого? Антон. Александр. Айсен. Какая часть растения отвечает за проведение воды и питательных веществ от корней к остальным частям растения? Ствол. Это стебель. Ну, да. Мы засчитаем ваш ответ за верный, потому что само понятие названо вам неверно, но смысл Смысл тот. соответствует действительности. По результатам объявленного дополнительного раунда победителем становится Айсен. Это означает, что он получает преимущественное право ответа во втором раунде. Вы будете отвечать первым. Второй раунд длится 2 минуты. Переход хода в следующем раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, всегда дающий правильные ответы, не оставляет своему сопернику ни единого шанса ответить хотя бы на один вопрос. Айсен, какой философ ввел понятие субъект объектного единства? Сократ. Кант. Петр, какие существа жуют желудком? Улитки. Раки. Айсен, что такое виадук? Мост. Это верно. Айсен, что из перечисленного не является литературным приемом? Оксюморон, синекдоха, спирохета, архетип. Спирохета. Верно. Айсен, этот стиль живописи позволяет художнику не только воспроизвести действительность, сколько выразить порождаемое этой действительностью эмоциональное переживание. Как он называется? Натюрморт. Экспрессионизм. Петр, кого убил Чичиков в поэме Гоголя «Мертвые души»? Пас. Никого. Айсен, какие океаны омывают побережье Африки? Атлантический, Индийский и Южный, если есть у Южный. Верно. Айсен, сколько линий в классическом нотном стане? 8. 5. Петр, какое насекомое было виной эпидемии чумы 1348-1350 годов? Какое насекомое? Да. Таракана. Это была блоха. Айсен, чем поют кузнечики? Ногами. Верно. Айсен, какая планета в нашей Солнечной системе известна наличием колец? Сатурн. Верно. Айсен, какой певческий голос самый высокий? Сопрано, тенор, баритон? Сопрано. Верно. Айсен, на зеркало нече пенять, коли рожа крива. Это эпиграф к какому литературному произведению? Пас. Пас. Это ревизор. Петр, сколько длилась Столетняя война? 100 лет. 116. Айсен, сколько длится футбольный матч? 90 минут. Верно. Айсен, какое единственное наземное животное не умеет прыгать? Слон. Верно. Айсен, как что более широко известно химическое вещество хлорид натрия? Это соль. Верно. Айсен, сколько братьев было у царя Давида? Сколько? 7. Петр, в чем измеряется сила? В ньютонах. Верно. Петр, кто написал пьесу «На дне»? Горький. Верно. Время вышло. Во втором раунде я задал вам 19 вопросов. При этом Айсен дал 9 правильных ответов, а Петр только 2. Петр, в начале игры Айсен озвучивал секрет успеха в этой игре. Прежде всего, это удача. Вам сегодня явно не везло. Почему еще вам не удалось проявить себя в этой игре? Ну, наверное, волнение, во-первых. Ну и надо будет еще раз читать, еще раз читать. На этом игра для вас завершена. До свидания. До свидания. Айсен, готовились ли вы каким-нибудь образом к нашей игре?
Да, я смотрел передачи, и меня жена готовила такие, задавая рандомные вопросы. А почему не отправили жену? Не знаю, желание есть желание. Я сам захотел. А жене такого права не дали? Как бы так не сказать, просто она не очень любит показываться, например, на камеру. Но при этом обладает энциклопедическими знаниями, судя по тому, что она закидывала вас, как вы говорите, рандомными вопросами. Нет, через интернет, конечно. Через интернет? Да. Интернет в помощь. Ясно. Как вы рассчитываете свои шансы сейчас? Ну, уже, как я понял, по-моему, 12 или 11 ответов, это уже... Моя цель — это где-то больше 16 набрать. А 20 не потянете? Ну, если могу потянуть, просто здесь участвовал мой друг, мне нужно набрать больше него. То есть вы пришли поконкурировать с товарищем, который был уже игроком нашей передачи, но вы не приходили сюда за деньгами, за победой? Мне нравится больше конкуренция. Это во-первых. А во-вторых, мне нравится ваш стиль ведения этой передачи. Мне хотелось поучаствовать, прям как и сразу увидел. Благодарю на добром слове. Ну а пока ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы добьете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума Палата» – это 100 000 рублей. И я сообщаю вам и напоминаю телезрителям, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона. Айсен, какой континент имеет самое большое количество стран? Евразия. Африка. Из семян этого дерева можно получить муку и крупу, можно варить кашу и печь. И печь лепешки, можно приготовить даже кофе. Что это за дерево и как называются его семена? Дуб. Дуб и желуди, совершенно верно. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Какое произведение начинается с этих слов? «Война и мир». Анна Каренина. В какой стране появилась первая фондовая биржа? В Америке. Нидерланды. Где находится самая маленькая кость в организме человека? В ухе. Верно. Под каким псевдонимом больше известен читателям писатель Уильям Сидни Портер? Пас. О Генри. Какому государству принадлежит остров Пасхи? Пас. Чили. Период застоя в российской истории начался после прихода к власти Петра Третьего. Брежнева. Как звали ведьму, мать кузнеца Бакулу в повести Гоголя «Ночь перед Рождеством»? Соха. Солоха, верно. К какому типу музыкальных инструментов относится тромбон? Духовые. Духовые, верно. Время вышло. За время третьего раунда я задал вам 10 вопросов, при этом вы дали 4 правильных ответа. Общий итог вашей игры – ровно 16 баллов, искомые показатели. Верите ли вы в теорию самопрограммирования? Есть такое чуть-чуть. Вы хотели 16, вы их получили. Как ощущение после игры? Я хотел больше 16. Ощущения, в принципе... И, наконец-то, я поиграл в эту игру. Спасибо вам большое, что пригласили. И желаю удачи следующим игрокам. В последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку правильных ответов, и поэтому покидаете нашу игру. Тем не менее, спасибо за нее, спасибо за комплимент. До свидания. До свидания. Это игра «Ума Палата». Игра, в которой удача и эрудиция идут рука об руку. Сегодняшним игрокам не помогло ни первое, ни второе. Может быть, удастся следующим игрокам. Узнаем через мгновение. Это игра «Ума Палата». Самая крупная валюта в истории была номиналом 100 триллионов долларов. Она была выпущена в 2008 году в Зимбабве во время гиперинфляции, в результате которой Зимбабве отказались от собственной валюты, перейдя на доллары США. В нашей игре нельзя получить доллары, но обогатиться национальной валютой определенно можно. Удастся ли это сегодняшним игрокам? Узнаем прямо сейчас. Игроки, представьтесь. Любовь Клюкина, директор благотворительного фонда «Харысхал». Петр Николаев, руководитель студии мультипликации «Чудеса кино». Любовь, с какими намерениями вы пришли на нашу передачу? Помочь Петру Петровичу в ней победить. Приз вам самой не нужен? Я не думаю, что я его достойна. Почему? Ну, мне кажется, что я не настолько эрудирована, есть более эрудированные люди, чем я. Я так понимаю, вы имеете представление о нашей игре? Я не смотрела эту игру, но да, примерно понимаю ее ход. Вопросов не боитесь?
В первом раунде нет, а вот следующий, если я пройду, то да. Петр, каких вопросов вы боитесь больше всего? И в основном математику. Это ваша слабая область. Да. Вы получали тройки. Я круглый троечник. Понятно. Считаете ли себя эрудированным человеком? Такой вопрос обычно я задаю. Теперь, видимо, не стоит задавать, раз вы троечник. Ну, я могу ответить на вопросы, имея время на раздумье. У нас нет времени на раздумье. Какой предмет был все-таки любимым? Был все-таки, наверное, один хотя бы. Физика. Принято. Итак, игра сегодня покажет, сможете ли вы побороться за главный приз «Ума палата». Это 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. Пока что перед вами находится черный ящик. В нем 2 шара красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть шар красного цвета для того, чтобы получить преимущественное право ответа в первом раунде. Игроки, приступайте. Не вижу. Петр, вы вытянули шар красного цвета, вы будете отвечать первым, верните шар на место, и мы будем начинать. Теперь о правилах. В игре 3 раунда. В первых 2 будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки отвечают по очереди. Первый начинает Петр. Итак, первый раунд. Петр, куда увешали фото лучших из лучших в СССР? Доска подсчета. Верно. Любовь, в каком месте располагался пульт управления Карлсоном? На животе. Верно. Петр, продолжите фразу «Мои года, мое». Мое богатство. Верно. Любовь, как называется пчелиный клей? Прополис. Верно. Петр, бумага для чертежей имеет название? Ватман. Верно. Любовь, назовите старое название мягкой женской сумки. Авоська. Ридикуль. Петр, где расположен Лондон-Дерри? Великобритания. Северная Ирландия. Любовь, кто написал «Ирисы»? Не знаю. Ван Гог. Петр, продолжите песню «Мы свое призвание не забудем, смех и радость мы». Приносим людям. Верно. Любовь, кому посвящена скульптура «Медный всадник»? Петру Первому. Верно. Петр, главное орудие хоккеиста это? Клюшка. Верно. Любовь, кто стал мужем Дюймовочки в известной сказке? Эльф. Верно. Петр, куда одевается душа, когда ей бывает страшно? Пятки. Верно. Любовь, кто в произведении выпустил Хоттабыча из кувшина? Волька. Верно. Петр, назовите произведение Чернышевского, которое имеет название в виде вопроса. Кому жить? Что делать? Любовь, на какой вопрос не может получить ответ Гамлет? Быть или не быть? Верно. Петр, в каком месяце 28 дней? В каждом. Верно. Любовь, какой фрукт является объектом раздора? Яблоко. Верно. Петр, в каком месяце началась Первая мировая война? Пас. Цараев. Любовь, какое число является чертовой дюжиной? 13. Верно. Петр, большой зайцый губ это? Летучая мышь. Летучая мышь. Верно. Любовь, как называется врач, который лечит вены на ногах? Флеболог. Верно. Петр, в чем выступает на концерте дирижер? В смокинге. Фрак. Любовь, что такое брандмауэр? Противопожарная стена. Верно. Петр, каким словом назвали в древние времена водяные часы? Пас. Клипсидра. Время вышло. Первый раунд завершен. Общая статистика первого раунда выглядит следующим образом. Всего я задал вам 25 вопросов. При этом Любовь дала 10 правильных ответов, а Петр только 8. Любовь, вы не вспомнили автора картины «Ирисы». Это Ван Гог. Вам вообще известен Ван Гог? На самом деле я думала, что речь идет о песне. То есть написал песню «Ирисы», и я хаотично пыталась вспомнить, что же это за песня «Ирисы» такая. Ну, конечно, я ее не вспомнила. Ван Гог, да, знаком. Петр, произведение Чернышевского, которое имеет название в виде вопроса, а вы сказали, кому на Руси жить хорошо. В русской литературе существует 3 произведения с подобными вопросами. Герцен, кто виноват, Чернышевский, что делать, Некрасов, кому на Руси жить хорошо. Это совершенно разные писатели. Вы их спутали. Вы вообще знакомы с творчеством Герцена, Чернышевского? Нет. Любовь, каким-то образом вы готовились к нашей игре? Да, в принципе, нет. В принципе, нет, но 10 правильных ответов в первом раунде. Но есть у меня ответ на этот вопрос. У меня серебряная медаль в школе. Да, это действительно показатель, учитывая, что 10 правильных ответов в первом раунде для нас это
весьма высокая планка. Петр, неплохо, но вы отстаете от любови. Вы готовились к игре? Ну, я просматривал предыдущие программы. И получили примерное понимание характера наших вопросов. Ну да, но все равно вживую отвечать быстро для меня это сложновато. Ясно. Любовь, вы получили преимущество. Теперь вы будете отвечать первой во втором раунде. Второй раунд длится 2 минуты. Переход хода осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, всегда дающий правильные ответы, не оставляет своему оппоненту ни единого шанса для ответа. Любовь, Сатурн, какая по счету планета Солнечной системы? 6-я. Верно. Любовь, какой сказочный головной убор нельзя нарисовать? Шапка-невидимка. Верно. Любовь, какой элемент преобладает в ядре Земли? Жидкое железо. Верно. Любовь, чего нельзя сделать с открытыми глазами? Спать. Чихнуть. Петр, куда впадает Волга? Пас. Каспийское море. Любовь, вид конного спорта, в котором каждый участник должен преодолеть от 6 до 13 различных препятствий, расположенных по определенному маршруту. Это? Точно конкур? Конкур какой-то. Принято. Правильно. Любовь, назовите правительницу русского государства при малолетних братьях Иване и Петре. Софья. Верно. Любовь, жидкий металл. Ртуть. Верно. Любовь, какой спортивный снаряд намеренно ухудшили, чтобы не покалечить зрителей? Не знаю. Это было копье. Копье. Это было Петр, копье. В каком произведении прозвучало выражение «счастливые часов не наблюдают»? Петр. Пас. Горе от ума. Любовь. Как называется число, стоящее перед химической формулой? Коэффициент. Верно. Какой русский ученый Любовь в 1741 году написал оду в честь восшествия на престол Елизаветы Петровны? Михаил Ломоносов. Верно. Любовь. Гонки на специальных микролитражных автомобилях упрощенной конструкции, предназначенных для соревнований на небольшой площадке. Это? Картинг. Верно. Любовь. Сколько длится период паузы в сердечном цикле? 0,4 Верно. секунды. Любовь. В каком цвете собаки видят окружающий мир? В сером. Желтый, синий, фиолетовые цвета. Петр, какому животному подражал бегун Чарльз Шерилл, когда придумал низкий старт? Кенгуру. Верно. Петр, в начале царства никакого русского императора произошло восстание декабристов. Пас. Николай I. Любовь. Первооткрывателем какой земли стал Ермак? Крым. Сибирь. Петр, какие 2 планеты Солнечной системы не имеют естественных спутников? Марс. Меркурий и Венера. Время вышло. Во втором раунде я задал вам 19 вопросов. При этом Любовь дала снова 10 правильных ответов, а Петр только 1. Петр, действительно, это был бенефис любови. Это правда. Однако она вам давала шансы. Вы не могли ответить на вопрос, куда впадает Волга. Каспийское море – это для вас действительно неизведанная тайна? Я не знал. Горе от ума вы тоже не читали? Нет. А в школе? Не помню. Это программное произведение. Любовь. Вы зря скромничали. Вы набрали уже 20 правильных баллов. И это уже, видимо, проход на следующий этап. Однако нас удивили некоторые ваши познания. Вы знали, сколько длится период паузы в сердечном цикле. Откуда подобные познания? Ну, я работаю с детьми с инвалидностью. Нарушения у ребят бывают разные, поэтому, так или иначе, читаю специальную литературу. При всем комплементарном подходе к вам, Любовь, нас в то же время удивил ваш ответ на вопрос первооткрывателем какой земли стал Ермак. Вы сказали, что это был Крым. Это познание из курса истории, из познания из курса географии. Как учились по этим предметам? География была 4-5, история 5. Это было очень давно. Когда? Я очень давно закончила школу, 21 год назад. Обычно женщины скрывают год. А теперь все посчитали, да? Посчитали. Я тоже. Петр, настрой был изначально весьма неплохой. Были надежды на вас, но любовь оказалась сильнее, быстрее, шустрее и, очевидно, эрудированнее, чем вы, троечник. Троечникам здесь, очевидно, не место, особенно в конкуренции с обладателем серебряной медали. До свидания.
Любовь, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Вы уже довели счет правильных ответов до 20 и уже проходите в следующий этап и получаете уникальный шанс побороться за главный приз игры «Ума палата» – это 100 тысяч рублей. Я сообщаю вам и напоминаю телезрителям, что за этот большой денежный куш можно побороться в конце телевизионного сезона. Поиграем, видимо, ради интереса. Сколько сможете. Давайте на максимум. Любовь, сколько оборотов в год Солнце совершает вокруг Земли? 12. 1. Как называется прямая, проходящая через вершину угла, делящая его пополам? Биссектриса. Верно. Назовите имя якутского национального героя, выставившего против гнета местных феодалов, благородного разбойника, сказителя, запевала, мастера импровизации. Пас. Это был Манчаре. Кто является основателем Москвы? Скажите. Сейчас. Андрей Первозванный. Юрий Долгорукий. Юрий Долгорукий. Если Шекспира «Ромео и Джульетта» Ромео носит фамилию Монтекки, какая фамилия у Джульетты? Капулетти. Верно. Каким деревом египтяне снабжали умерших? Есть что-то на памяти. Не помню. Нет. Инжир. Вещество, находящееся в природе в 3 агрегатных состояниях. Вода. Верно. В каком произведении автор наделил своих героев фамилиями Держиморда, Хлопов, Земляника? Что-то знакомо. Держи морда. Нет, я не помню. Время давным-давно вышло. Это комедия Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Конечно. За время игры я задал вам 8 вопросов. При этом вы дали 3 правильных ответа. Общее количество правильных ответов за всю игру составляет 23 единицы. Вы проходите на следующий этап, с чем я вас, собственно говоря, поздравляю. Мы обязательно пригласим вас отдельно для борьбы с другими участниками, проходящими на следующий этап. Какие ощущения после игры? Приятная усталость. Некоторые ответы нас, конечно, смутили, точнее, их отсутствие. Манчары, например, или 12 оборотов вокруг Земли. Но принято считать, что победители не судят. Сегодня вы победитель. Настройтесь на следующий этап. Уверяю, что он будет гораздо сложнее. А на сегодня все. Спасибо вам за игру. Она была прекрасна. До свидания. Спасибо. До свидания. Это игра «Ума палата». Денежный приз 100 тысяч рублей пока что остался у меня. У Любови появился этот шанс. Сможет ли она забрать этот приз, узнаем в следующий раз.